Каждый президентский выбор мы говорим, там кандидаты говорят о том, что необходимо объединить общество, но как только выборы заканчиваются, в общем-то, ты понимаешь, что никакого объединения на этом этапе не произойдет. И более того, с каждым днем, это, пятилетний срок только начался, да, и ты уже начинаешь видеть, что никакого объединения нет, и потом уже доходит до того, что там уже на второй, на третий год уже друг друга видеть не могут. То есть, как вообще это преодолеть? Вообще, есть ли какой-то эликсир, противоядие какое-то против вот этих настроений, вот этой системы, выстроенной с годами, я не знаю как. Ну вот смотри, мы же знаем, как устроена у нас политическая действительность. Приходит новая политическая команда. Особенно это актуально, то, о чем я сейчас скажу, для вот таких острых фаз, когда происходит досрочная смена власти с проявлением нашей вот этой прямой, так скажем, демократии, так это вежливо назовем, площадной демократии. Что происходит дальше? После этого каждый раз, слава Богу, нашему обществу хватало здравого смысла, исторической какой-то осторожности вернуть процессы в легитимное русло. То есть мы каждый раз придумывали, шли на очередной раз. Это третий раз уже случается в нашей новейшей истории. Третий раз мы пошли на выборы для того, чтобы легитимизировать существующее положение вещей. Войти заново в правовое русло, избрать легитимного президента. Проблема каждый раз в том, что вот третий раз уже меняется подобным способом. Власть в Абхазии, мы идем на выборы, кто-то одерживает победу в них, но, как правило, все те сторонники, те, кто помогают этому человеку войти в кабинет, они появляются немедленно, на второй день после инаугурации, появляются с целой кипой векселей, которые были им выданы заблаговременно в течение вот этой острой фазы этого периода, когда ломаются двери, бьются стекла, когда происходит вот этот конфликтный период, и они требуют немедленно отблагодарить их в виде министерских портфелей, кресел глав администрации, в виде различных подрядов, раздачи кредитов и так далее. Мы же не секрет, мы все знаем, что это так происходит. Дальше начинается формирование команды. И вот тут принцип тот же. Не по уровню знаний, компетенций, опыта, наличия опыта и так далее. По принципу личной лояльности, по принципу принадлежности к вот близкой политической партии или политическому движению и так далее. Все говорят об объединении общества, об объединении народа. Практических шагов нет. Все это остается декларациями. Вот в этом-то и смысл моего и Адгура Патовича Кокоба объединения, союза, тандема, как угодно назовите. Я думаю, что мы попытались сделать небольшой практический шаг на фоне всего многообразия этих разговоров о необходимости консолидации общества, о том, что для нас все равны, мы будем выбирать управленцев, тех, кто определит жизнь и во многом лицо страны на ближайшие 5 лет, из тех людей, которые заслуживают этого подлинно и так далее. При том, что у нас, несмотря на
может быть, не самую длинную скамейку запасных. У нас есть люди компетентные, опытные, есть люди с хорошим багажом знаний, но многие из них остаются не у дел. Мы пришли к тому, вот с моим единомышленником Адгуром Какоба, пришли к единому мнению, что не имеет абсолютно никакого значения. Мы тоже условно из разных же политических лагерей. Меня ассоциируют больше с командой Сергея Васильевича Багапша, Александра Золотинского Анкваба. Ну, при этом я проработал 6 лет в бытность президентом Абхазии Рауля Джумковича Хаджимба. И мне не стыдно за этот период моей работы. Адгур Паатович принадлежал к другой политической команде. Как известно, он был министром образования 5 с лишним лет в правительстве Хаджимба. Но для нас действительно не имеет никакого значения, вот реально ни малейшего, кто в каком году голосовал за какого президента, кто поддерживал одного или другого кандидата. Просто неинтересно. Не имеет никакого значения. Критерии просты. Компетентность, ответственность, способность поработать 5 лет, всего лишь 5 лет на интересы страны, оставив где-то в стороне личные, узкокорпоративные и другие приоритеты. Вот нехитрый такой набор, по которым мы думаем, что стоит выстраивать политику в нашей стране. И вот это может, на мой взгляд, мне кажется, вот это способно продемонстрировать вектор. Мы же не наивные люди, и даже не юные уже, к сожалению. Мы прекрасно понимаем, что эта задача легко не осуществится, она трудно достижимая, но она необходима. Это движение в этом направлении, оно необходимо. Других рецептов, кроме личного примера, не существует. Мы должны продемонстрировать, и мы это сделали по сути, сделав небольшой шаг, что, может быть, объединение завтра не наступит, скорее всего, так и произойдет. Но мы хотя бы начнем двигаться в сторону этого. А те, кто придут после нас, если будет задан правильный вектор, они продолжат и, возможно, даже завершат этот путь. Для небольшой страны, для нашего немногочисленного народа, для нашего малочисленного этноса это имеет судьбоносное значение. Потому что в современном мире с постоянно нарастающими вызовами и угрозами только единство небольшой нации, небольшого народа в небольшой стране, в небольшом государстве способны создать условия его выживания и развития.